Я сейчас в чем-то буду повторяться, ничего страшного. Картина совершенно Повторение мать учения. по всей Удмуртии, по всем 7 районам, там, где рапс выращивали, картина одна и та же. И то, что говорят, надо вот все вместе объединяться, ну вот я объединился вместе с генами своих предков, мысленно. Вот. Книгу написали про предков. Да, это все. У меня есть, кстати, ну, в электронном виде есть. Ну, там сайт библиотеки местной Творсинской, Ну ладно, района. Потом. Так, у нас сейчас творческая встреча. У нас ведь не для того, чтобы... Мы сейчас собрались не для того, чтобы проводить обращение к прокурору. Я это остановлюсь, я это уже все прошел. Вертушка работает отлично. Вертушка работает. 3 круга прошло, осталось обратиться к Николаеву, и дальше можно уже в Москву. И обязательно эти фотографии, снимки. Понял. Да. Без фотографий ничего не получится. Потом книгу Да. на 3-м круге, Значит, как Солженицын. Ольга Викторовна Абрамова, ну, я не могу ее иметь, конечно, позитивный настрой был с ее стороны на всех встречах, и на правительственном уровне, и на селекторном совещании, и на... Скажите, что она молодец. Да, ну, я не могу плюнуть ей в глаза. Закон о пчеловодстве она самую, да, подтолкнула. Мы бились, она подтолкнула. лоббирование вот это вот интересов просто прослеживается полностью. Просто ее уволили оттуда зря, надо было оставить. Да, надо, пока не расхлебаешь, вот, Конечно. затеяла кашу, пока не расхлебаешь, оставлять на прежнем месте. А у нас такая сортировка идет туда-сюда, толку не будет. Это один из способов выживания правительственной элиты. Конечно, Я могу конечно. так вот на федеральном Это уровне способ, сказать. да, способ. Пусть даже Путин знает. Так, ну, тем не менее, у нас отношения культурные, в цивилизованном русле они идут. Я сейчас хочу прочитать одно заявление. Не знаю, что быстрее будет. Самому рассказывать или что. Рассказывай. Значит, после того, Если горло как позволяет. Ольга Викторовна призвала нас к позитиву и конструктиву, ну, я, можно сказать, на это купился. Вот. Я не знал, как она в дальнейшем будет себя вести, но зачем обострять отношения, если можно пойти по культурному руслу. Я, значит, все свои силы направил на то, чтобы выработать какую-то общую программу, чтобы это консенсус не для меня, для пчел. И пчеловоды. Вот, и для сельского хозяйства в целом. Но за прошедшее лето и зиму я не продвинулся вот ни на дюйм. Как полиция меня отфутболивала, мы не замечаем признаков преступления, они отсутствуют, так и по административной линии. Уж казалось бы, по административной-то линии, когда ведется служебное расследование, тут можно быть более чистосердечным и более компетентным в узких вопросах. А мне отвечают, ну такую залипуху тут, боже мой. Ладно, вот прочитаю одно из последних писем Абрамовой. На совещании 7 августа она подошла ко мне и сказала: Андрей Владимирович, обязательно побывайте у Смоленцевой, побеседуйте, что она за человек, душа в душу посмотрите, можно ли мне с ней наладить отношения и сможет ли она отношения с вами наладить, с пчеловодами. Я говорю, ну это как минимум на несколько месяцев запоздала такая встреча, ну пчелы так крякнули, но тем не менее попробуем. Вот. И вот пишу: исполняю ваше пожелание, мною проведена встреча и беседа с директором агрохолдинга КАМА Смоленцевой с целью уточнения причины отравления пчел в Воткинском районе и возможности взаимодействия между пчеловодами и аграриями в дальнейшем без подобных инцидентов. Встреча состоялась в сентябре 2019 года в офисе агрохолдинга деревни Горюловка и продолжалась около часа. Я в тот день к вам заезжал, помните? Хотели вместе идти даже. Ну ладно, она не сразу появилась. Мною исследовались основные причины. Или это была досадная случайность, или преступная халатность, или вопиющая безграмотность. Однако совсем они не преобладают. Смоленцева показала себя сведущим специалистом в вопросе использования пчел и применения пестицидов. В личном разговоре, без протокола, она с легкостью признается в том, как травила белокрылку,
Это означает, что обработка рапса была проведена в конце июня, то есть в момент выхода белокрылки. Иначе-то как? Смоленцева признается в смешивании ядов для усиления эффективности препарата с нарушением сертификации. То есть это должно, согласно регистру, все делается, а не то, что вот она смесь сделала применительно для пшеницы. И раз этой смесью рапс обработала. Эффективность-то хорошая, но пшеница это не медонос. Ну, вы знаете, о чем я говорю? Долго тут не расклиниваю. Близость водных источников и населенных пунктов ее вообще не смущает. Там 200 метров вот до этого деревни было, люди так вот ходили. Вот. Разговор происходил под лозунгом «а все равно не докажете». То есть причиной преступления явилась надежная и гарантированная безнаказанность. И откуда такое бесстрашие перед законом? Рапс – превосходная медоносно-масличная культура. Как добавка к дикоросам, он увеличивает объем товарного мелода, одновременно пчелы опыляют рапс, все довольны, никто никого не должен. Но только без применения пестицидов. Если аграрии начинают применять яды и пестициды, то при любом, даже самом аккуратном использовании пчеловод становится пострадавшей стороной. И в большинстве случаев не может отстоять свои права по Конституции Российской Федерации. У нас схема государственного реагирования не настроена на то, что по первому звонку все эта вертушка прокрутилась и ребенок был найден. Не настроена таким образом, она против настроена. Значит, я пишу, что первое, теперь по пунктам. Вот мой запрос в Минсельхоз. Вы его, наверное, даже читали. Первое. Государственная схема реагирования на отравление пчел в современной Удмуртии и России выстроена против интересов пчеловода. Ключевым звеном, ведущим расследование, является ветеринар, а ветнадзор является вспомогательным органом, обслуживающим Минсельхоз. Сельскохозяйственная политика в Удмуртии отнюдь не направлена на поддержку пчеловодства, вопреки громким заявлениям. Поэтому, когда встал вопрос о выращивании рапса, мед Удмуртии просто разменяли на более выгодный продукт. Нет, я не собираюсь вам указывать, что будет для Удмуртии полезней, но давайте соблюдать хотя бы приличие. О применении пестицидов нас даже не уведомили. И постарайтесь изменить схему государственного реагирования на случай отравления пчел, чтобы она работала безотказно и надежно по первому звонку от потерпевшего. Иначе вы нас скоро до мордобоев доведете. Пункт первый закончен. Второе. Применение пестицидов становится повсеместным и плановым. Оно отдано в руки частных лиц без должного госконтроля. Надзорные функции упразднены. Осталась одна надежда на совесть, а другая на нормативные документы. Но в современной России второе не работает из-за отсутствия первого. Третий год. Молодец. Ну хорошо сказал. Так, Мат-класс, истина. мат-класс и мат-анализ. Это все. Да. Молодец. Вот. Второе не работает из-за отсутствия первого. Да. Третий год в Удмуртии ведется выращивание рапса по новым технологиям с использованием пестицидов. И третий год гибнут пчелы. Уголовный кодекс под подушкой не работает. Если хотите исправить ситуацию, необходимо личное участие и присутствие надзорного органа при проведении химработ с наложением на него ответственности. Я это даже устно ей предлагал именно на совещании. Бойкий юрист такой встал, минсельхозовский юрист, и сказал, ну вот эти предложения, они что-то вразрез с федеральными органами так немножко идут. Вот. Попытался замылить тему. Вы его знаете, круглолицый такой, чернявенький, невысокого роста, худенький. Вот. Забыл написать фамилию. Да. Но ведь раз идет вот действительно такой серьезный вопрос стал, как выращивание рапса, но я его программой называю. Потому что планы-то большие у вас, планы-то у вас программные. Так надо бы хотя бы на этот момент не снимать с себя надзорные функции, ни с вас, ни с ветнадзора. Вот, чтобы замазки вы были все по уши, а вы от них освобождаетесь. Мне совершенно непонятно, как были одобрены программы и бизнес-планы по выращиванию рапса с пестицидами, когда в Удмуртии нет собственной лаборатории по определению этих ядов в пищевых продуктах. Неужели теперь каждый пчеловод должен ездить в Казань, прежде чем попробовать
свой мед на вкус или выставить на продажу. Господин Габдрахманов озабоченно заявляет, он прямо на совещании так сказал, что пчеловоды со своими оплатами анализов не потянут строительство лаборатории. Вот он, дьявольский подход. Мы-то что должны оплачивать-то? Мы почему из своих штанов должны доставать эти деньги и перед тем, как выйти на рынок, на пестициды еще мне его проверьте. Я мало того, что на вводность, число ГТ, основные параметры, определяющие качество меда, я делаю. Вот, мне это самому интересно. А если кто-то придумал яды применять, ну давайте их обяжем. Вот. Давайте их обяжем. Вот. Строгая регламентация применения пестицидов, предусмотренная для советского периода, инструкция Авилова 1998 года, нуждается в некотором переосмыслении существующей реальности. Обратите внимание на иностранные ролики на применение пестицидов. Там дорога асфальтовая, защитные зоны укатанные, шириной 30-50 метров, а затем плотная стена сельхозрастений. Местность равнинная, безлюдная, а при наших лоскутных полях сложной конфигурации с переменным рельефом и повсеместными водными источниками по определению исключено использование инсектицидов. В любом справочнике смотришь, расстояние до водного объекта 500 метров, 1000 метров, 200 метров ограничения, ну по разным химикатам разное. А у нас то населенный пункт, то водный объект. Кто сказал Удмуртия родниковый край? Не я сказал. Вы это афишируете везде. Надо придерживаться своих лозунгов. Вот. Значит, у нас по определению запрещено использование инсектицидов. Вот у меня гвоздь моей программы запретить до наведения порядка и до, значит, до того, как будут сделаны опылительные пасеки, мобильные, специально для рапса, ну и для других культур. Вот, по образу колхозов, надо же полезно это брать. Раньше, вот колхоз, ну где-то 5-10 тысяч гектаров, вот пасека, ну может 2-3 пасеки. И правильно человек говорил, что они нужны-то были и не для меда, в основном, вот, что фурайлись и лёта пчел, все это обслуживалось. И дисциплины было больше, потому что один хозяин был. Он заботился о своих пчелах. А сейчас разные хозяева. Вот. Наиболее опасным для пчел является именно рапс. Почему? Так как его цветение накладывается на главный медосбор в природе. Это не то, что весенний какой-то вспомогательный взяток. Он вот конкретно бьет по главному медосбору, как липа. Так как его цветение накладывается на главный медосбор. Пчелы в июле нацелены на поиск и заготовку кормов на зиму. И рапс они никогда не пропустят. Пестициды окажутся в меде. Единственное препятствие – удаление до пасеки 7 километров. Но таких мест в Удмуртии по определению нет. И потому выращивание рапса по технологии пестицидов несет серьезную угрозу для пчел и населения. Ну, если удалить пасеку на 7 километров, то смысла нет выращивать рапс. Все. Идет сразу сокращение урожайности в 3-4 раза. Меры по защите пчел в ульях или перевозка в безопасный район весьма проблематичны. Это вам не Саратов и не Ульяновск. Это плохие дороги, тяжелый физический труд и недобор меда. Почему мы должны страдать, если аграрии отказываются даже застраховать возможные риски? Надеюсь, что буду услышан Нильзин. Вот я так вот душевно, значит, с Ольгой Викторовной переговариваюсь, без обострения отношений. Вот. Ну, еще могу письма, ну не надо, пока давайте вот это разберем. Вот они мне наконец-то ответили. Это, знаете, от 20.01 прошло все лето, вся зима, и только нынче 20.01 я от Юдина получаю письмо на все мои. То есть она говорит, позитивный настрой, конструктивный. Я говорю, да, все вот он выложил. Через полгода, в июле произошло отравление, через полгода я дождался ее реакции. Это что за позитив-то такой? Ваше письмо, на которое вы сейчас ссылаетесь, 19 февраля датировано, 2020 года. Я последний зачитал. До него еще были. Да. Я последний зачитал. Просто вы Теперь... говорите, что вам ответили спустя полгода.
Началось все это сразу с 19 июля, когда мы с ней за ручку к Синину ходили. Уважаемый Андрей Владимирович, Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассмотрело ваше обращение вот от 24.12 и сообщает следующее, там еще было 24.12. Хранение и применение пестицидов в хозяйстве Удмуртской республики регламентируется федеральным законом, вот вы его знаете, 109 ФЗ, федеральный закон, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. То есть, я-то им задавал вопрос, почему осуществляются криминальные незаконные обработки незаявленными и незарегистрированными препаратами. Почему вы за этим не смотрите? Они говорят, а у нас все регламентируется. То есть это отписка. Я-то ведь наталкивал, чтобы был расследован конкретный случай, пусть по административной линии, хотя он попадает под уголовную. Вот. Вот, значит, тут 3 закона он перечислил. Санпин, постановление правительства, государственный каталог. Ну ладно, 3 больших закона, и они не спасли нас от левой обработки. Вот как-то 3 больших закона, они не спасли нас от левой обработки. Мы налоги платим, чтобы все это делалось. В республике применяются пестициды и агрохимикаты, которые зарегистрированы в установленном порядке. Отписка есть отписка. Да. Соблюдение регламентов применения пестицидов, в том числе нормы расхода препаратов, в соответствии температуры воздуха и скорости ветра, входит в сферу ответственности специалистов хозяйств. То есть это уже бесконтрольность, я считаю. Ну, почему я так резко сужу, я вам скажу так, между прочим. Я работал в химической авиации, 7 лет поднимал Салину, Павлодарская область. Я по этим вещам сдавал зачеты и экзамены. Вот. Так, дальше. Статьей 15 федерального закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами определены органы, которыми осуществляется государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. И положением о Министерстве сельского хозяйства Удмуртской республики от 29.12.19 номер 585. Вот просто отметьте себе это, номер 585. И число отметьте. 29.12.19. То есть люди уже в баню идут, люди уже рюмку наливают. И вы проталкиваете такой закон. Определены полномочия министерства, в которые не входит исполнение надзора в области безопасного обращения с пестицидами. Юрий Алексеевич, вы поняли ситуацию, в чем сейчас есть? Что Последнее предложение. 29.12.19 в конце прошлого года, когда люди ходят в баню и наливают по рюмке, наше правительство проталкивает закон, в котором в полномочия министерства не входит исполнение надзора. Вот. И в последний же день прошлого года протолкнули еще точный закон, чтобы снять надзорные функции с ветеринарного надзора, с Главного управления ветеринарии. Передали, значит, в Кировскую область. Вот как вы сейчас будете следить за этим, я вообще не представляю. Вот. Я говорю, я вот себя ответственность. Я вот другое письмо я покажу. Говорю, сейчас же подтасовка начнется, сплошная липовая отчетность начнется. Вот. Вот он пишет мне, в свою очередь министерство было направлено письмо сельхозпроизводителям о соблюдении норм, о безопасном обращении. Это было направлено после случая. Оно уже не действует. Если человек что-то натворил, пчелы погибли, после этого хоть кол на голове тиши. Он вот заботится, чтобы его просто не раскрыли, а не о том, чтобы что-то выполнять. Вот. По информации управления Россельхознадзора в отношении агрохолдинг КАМА в ходе административного расследования были выявлены нарушения ветеринарных правил 6.1.1, 6.1.2. Это строгая регламентация и уведомления. Вот. Были выявлены, да.
Вот молодцы они какие, взяли и выявили. Ну а дальше это что? Они дальше направили свои документы, вы направили свои документы сначала в Первомайский суд Ижевска, а потом уже по местонахождению агрохолдинга в Воткинский районный суд. И несмотря на серьезные нарушения, которые вами уже выявлены, главный виновник освобожден из-под суда с формулировкой «упущены сроки». Упущены сроки. То есть адвокаты там знают, как действовать. Так. Ага. На основании реестра ГУФ УР были возбуждены дела даже об административных правонарушениях. Да, были. Почему он конкретно мне не отвечает? Потом были возбуждены дела, суды уже проведены, какое-то наказание повлекло это или нет? Это и тоже неконструктивизм получается. Ой. Главное управление Удмуртии в связи с действием на территории Российской Федерации санитарных правил направило в реестр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ну, Роспотребнадзор, Удмуртской Республики, для принятия мер в пределах их компетенции. Вот я так читаю, вот это вот такой сложный для меня. Оборот. В пределах их компетенции. А нет, чтобы назвать, что они хотя бы сделали-то. Вот я могу вам вот так вот сейчас вдруг сказать, что после того, как я получил анализы с содержанием яда в меде уже, в откачанном в августе, я, значит, свои анализами пошел сразу в Роспотребнадзор, как честный гражданин к Бакиевой, к начальнику, вот, и говорю, мы травим население. В Воткинском районе нынче все население употребляло отравленный лед, чтобы вы были в курсе. Вот. Но Бакиева среагировала, она мне написала отписку такого содержания. Значит, в пределах своей компетенции я не могу классифицировать деятельность агрохолдинга по уголовным признакам. Она права. В пределах своей компетенции я не могу наказывать. У меня нет таких полномочий наказывать. Но я выписала предупреждение о недопущении впредь подобных случаев, чтобы все ваши работы выполнялись надлежащим образом и без нарушений. Ну вот общий смысл такой. То есть вот полгода моих трудов, вот этот маленький плюсик. Единственный орган, который отреагировал, Роспотребнадзор. То есть он не стал блокироваться, что он этого не видит. Он все-таки расследовал со своими специалистами, сказал, да, это все неправильно, это надо исправлять. Я извиняюсь, а Роспотребнадзор выносил решение по нарушению санитарно-защитных зон или то, что не уведомляли пчеловода? Нет, это по наличию яда в меде. Это в готовом продукте уже, наличие яда в меде. То есть в Казани делали анализы? Да, я сам... Роспотребнадзор, они вынесли какое решение? Предупредить о недопущении нарушений правил использования ядохимикатов. Ну вот этого закона 109. Понятно. Понимаете? Вот такая неадекватная реакция такая. Нет, то есть они предупредили? Предупредили. Или предостережение выписали? Я-то, например, исходя из своего академического образования, думаю, ну вот у меня еще эта возможность есть воздействия. Я обращаюсь в Роспотребнадзор с уголовным, считай, с уголовной информацией. Ядом кормят население. Они должны сразу сообщить в полицию, что было проведено дополнительное расследование. Они, извиняюсь, они не сообщают никуда, это нужен Следственный комитет или полиция, а потом они уже привлекают Роспотребнадзор в качестве эксперта. Да. Это не Вот делают. я дальше хотел это сказать. Что дальше они, ну вот он все за меня знает. Там два варианта. Нормально. Если поздно, то Роспотребнадзор, они либо, если сами расследуют, да, то получается административно. Ну, Если поэтому и их приехали. привлекают в качестве эксперта, Ага. то получается уголовное. Да. Ну ладно, вот единственный ваш пункт грамотный, который я считаю грамотный, это значит, надо составить реестр пасек.
и реестр всех пасек, а не то, что главных, не главных, легальных, нелегальных, а вообще всех. Мы находимся в России, мы все граждане России. Я Неважно. извиняюсь еще, вот как раз представитель Минсельхоза сидит, вот вы сделайте к ней обращение, что в Татарстане на сегодняшний день есть электронная карта пасек всех. И Она с одной создается стороны- также. У нас тоже есть. Она создается, создание, планируется, вот у меня тут написано, предусматривается создание электронной карты полей, где одним из тематических слоев будет указано расположение пасек. Ну, вот они так вот изощряются, вот это, скучно меня слушать, да, когда я читаю такие вещи, скучно, мне самому скучно все это читать. Ну, короче, вот из всех этих 3 листов, вот там про использование полей он мне написал еще, зачем это мне вообще. Вот весь ответ, все потуги Министерства сельского хозяйства. Есть такая система Меркурий. В Удмуртии вводить в нее сложно. Ну, я не знаю, как в Удмуртии в нее вводить не ИПшников. Да, может, можно, может, нельзя на сегодняшний день. Зарегистрироваться можно. А без ИП нельзя туда заходить, да? А вы с Минсельхоза, да? Нет. Просто регистрируйтесь и можно, Без ИП можно же туда заходить? как Можно, да? частники ИНН Ну вот, и все такое. все, да? Вот смотрите, то есть Меркурий, вот опять же, почему вот многие, в том числе вот ветеринары, вот, которые в возрасте руководителей ветслужб, опять же не здесь, они говорят, что Меркурий, возможно, такие там цели со стороны государства, да? Возможно, да, но на сегодняшний день нас грабить все равно не будут, потому что Путин сказал, доходы населения падают. Нас на сегодняшний день трогать не будут, и вот так вот, как этот юрист сказал от себя, ему можно было объяснить, кто он такой. Что дает Меркурий? То есть возможность продавать мед, вот, все документы, все оформить без проблем вообще. То есть все эти вот движения, они как бы сказать, вот, теряют актуальность. То есть очень просто получается. И заявить о своих правах, что ты пчеловод, намного проще. То есть если мы будем убегать вот так вот, да, не будем регистрироваться, прочее, там паспорт пасеки не делать, да. Паспорт пасеки, опять же, как, вот очень высокие цены на анализы. Зачем весь вот этот спектр анализа делать, в том числе на муху Браула, которой у нас нет вообще? На зиматоз самая дешевая цена. Вот на нее делать я так и делаю. То есть делаю анализ на зиматоз, там рублей 100, наверное, не 500 рублей. Ну а где этот Меркурий? Уже в Ижевске нет? В Ижевске не получается продавать, потому что Удмуртия живет по таможенному союзу. И у нас запрещено, я даже по телевизору видел, в Ижевске там, по-моему, как раз Хасанова показывали, как они с ОМОНом этих продавцов молока прессовали. Ну, отобрали у них мед, вот такое движение, короче, грабили, вот. Так, мародерством, получается, занимались. Без умысла. По Татарстану другая ситуация. То есть люди продают и молоко, и мед. Вот сегодня в Челнах ярмарка, да, в Казани постоянно ярмарки. То есть нет такого, что ты вот, если у нас, благодаря тому, что мы в таможенном союзе, ты никто, такого нету. Людям дается возможность продавать и мед, и молоко. То есть вот такая ситуация. Мы же тоже должны вот заявлять о том, что нужно проводить ярмарки, прочие, как пчеловоды. То есть если мы будем о себе заявлять, нас не будут трогать, нас не будут говорить, что у тебя документов нет, мы твой сейчас мед заберем и будем его ликвидировать. То есть вот такой, не нужно бояться. Вам это сказал юрист, не надо его слушать вообще. Но я-то не слушаю, ладно. Ладно, не слушаю. И они ничего не... Подготовили, может продолжать? Да, я просто плохо сплю. Давай. Я просто плохо сплю, это на здоровье действует. Ясно. Ладно, спасибо, продолжайте свое дело. Я чувствую, что все уже устали, и я тоже. Вот. Поэтому буду закругляться, потому что еще вторая тема у нас отравление пчел и быстрое реагирование пчеловодов. Она тоже очень необходимая, я ее наблюдал вот так вот. Поэтому сразу тут вот несколько пунктиков пропускаю и хочу вас ознакомить, с чем у нас в конце концов, к чему это все пришло, все вот это позитивное разбирательство, к чему оно пришло по административной линии. Полиция не захотела этим полностью заниматься, полностью, вот так вот. А по административной линии пришло к следующему. Значит, Ветнадзор направил мне письмо, что материалы административного расследования по Орловой и Смоленцевой направлены в Воткинский районный суд. Это было 21 октября. 21 октября. Я, конечно, хотел вмешаться,
Но это административное расследование, так, там могли бы и не пустить просто посторонних. Но тем не менее старался держать этот пункт на контроле. Думаю, почему выбрали это Смоленцеву и какую-то Орлову? Орлова совсем ни при чем. Вот. Значит, Смоленцева, вот у него агрохолдинг, вот в деревне Гавриловка. Вот. До Ракса 4 километра. Вот они отсюда гоняют машины, значит, там вот это пыляют, наши пасеки в округе. Вот. Пчелы на всех были повреждены, вплоть до кварцы. А у Орловой пасека у отца, а сама она глава крестьянского хозяйства, крестьянка, ИП, индивидуальный предприниматель. У нее несколько полей с пшеницей здесь. Вот. Причем тут Орлова, претензий оттуда с пчеловодов не было. Вот. У меня к ним претензий не было. И они взяли, значит, присягнули всю нашу информацию по массовой гибели пчел, включая мои заявления правительства, они в это дело впихнули и провели, значит, через суд 2 людей. У одной срок истечения кончился на 2 недели вперед, и она просто отскочила. Осталась вторая. Вот это Орлова. Смоленцева просто за истечением срока. Вот. Ну, меня об этом просто проконсультировал мой адвокат, как это делается. Осталась Орлова. Я думаю, а что там с Орловой-то? Прихожу в Воткинский районный суд, говорю, я вот главный пострадавший пчеловод, разрешите мне знакомиться с делом. Вот мои документы, они мне подписывают, я иду, знакомлюсь с делом. Вот. И оказывается по этому делу, что она, эта крестьянка, выращивающая пшеницу, она ее опыляла гербицидами. При этом она не выставляла знаки обработки, где написано обработана ядом, ну что пчела летела и вовремя сворачивала. Да. Она их не То есть выставляла. надо научить читать еще пчелки. Да. И она, значит, пчеловодов говорит, извините, я не всех пчеловодов в радиусе лета пчел известила. Я известила только своих, которые в Акбулке у меня живут. Вот. Ей, значит, припаяли штраф 3000 рублей за нарушение вот этих всех агронорм. Ее наказали 3000 рублей. Я смотрю совершенно напрасно. Ну, могли бы объявить замечание, могли бы объявить предупреждение. Но специально был найден козлик. Козлик был найден. Потому что дальше наверх уже на федеральный уровень пойдет отчет. В ходе нашего расследования, значит, были выявлены нарушители, они направлены для рассмотрения в районный суд. Районный суд приговорил 3000. Ну, если бы районный суд занимался Смоленцевой, то по минимуму ей бы выходило 30 000, поскольку она юридическое лицо. А поскольку Орлова, значит, физическое лицо, значит, ей 3000. Но мы-то пчеловоды ведь отчетливо видим, где то поле находится, на котором наши пчелы погибли. Мы к Орловой никаких претензий не имеем, все претензии к Смоленцевой. Суд ее просто в наглую так вот освободил, эту дамочку, а это и напаял. Я думаю, что-то неправильно это все. Обрабатывали только пшеницу. Вот. Я даю заявление своему адвокату, вот 1000 рублей, сходи, посмотри, с юридической точки зрения, все ли там правильно. Я говорю, я вот вижу, как человек с газона, что там уже неправильно, а ты вот как юрист, покопайся-ка. Она идет и дает мне вот такой вот обзор по административному правонарушению. Там вся картина, значит, составлен начальником отдела государственного ветнадзора, государственным инспектором Хасановой Луизой Ильдусовной. То есть пчеловоды не были в претензии. Сам ветнадзор взял и свою крестьянку подставил под штраф. Вот. Составлен в отношении крестьянского фермерского хозяйства, главой которого является Орлова, ну, новобулка которая. И этот протокол составлен на основании объяснений самой же Орловой. То есть она сама себя нагрузила. Нагрузила, да. Вот. Она полностью все им выложила.
что у меня в течение 2 недель проводилась обработка пшеницы 5, 6, 7, 8, 19 и 9. Значит, а тут установлено, что она, как будто, что там установить, она еще журналы дала, что там расследовала. Значит, следующие гербициды. Я не нашел ни одного инсектицида. Значит, пшеница яровая опрыскивалась. Балет называлась, действующее вещество 24D. Малолетучие эфиры, флорасулам, мартира, корида, пироклит. Ну, короче, их много сейчас этих свойств, но я ни одного инсектицида не нашел. Что это значит? Это значит массовой гибели от ее действий пчел не должно быть. Массовая гибель возможна когда? Вот все летные пчелы пошли на медоносную культуру, медоносная культура была в период цветения обработана, и вот тогда массовая гибель. А тут какая-то пшеница, ну там возможно сорнячок какой-то рос. Но на один сорнячок прилетит одна пчела, не больше десятка. Ну, возможно, там какие-то поля не опахивались, как я говорю, защитные полосы там, возможно, и не опахивались. Но это не отражено в суде, что там что-то пастбище пчел. И вот такая нестыковка, я послал адвокату, она мне это вот перечислила. Наказать невиновных. Наказать невиновных. Так я ведь не успокоился, Я ведь позвонил этой самой Орловой, говорю: Елена Георгиевна, а как вы считаете, правильно ли вас наказали? Я-то сперва и сказал: Елена Георгиевна, мы вас приглашаем на свой семинар в город Ижевск, вам это будет полезно, тем более папа у вас имеет эту самую пасеку. Ну, она говорит, первая реакция Орловой: вы извините, да, действительно, я знаки не выставила, я не всех пчеловодов это самое... Предупредила. Я говорю, да я ведь, собственно, не за тем. Я говорю, я за тем, чтобы к вам претензий не было, и как вы можете ловчее изворачиваться, как вы можете нас лопошить правильно, я вам все вот это хочу рассказать. Вот. И так вот так немножко в доверие, это, видимо, втерся к ней, говорю, а как на самом деле было? Как на самом деле было? Приехали, говорит, уроды с ветнадзора, заставили заплатить штраф, иначе напаяем, говорит, на миллионы тебе. Вот так вот. Я предполагал такое развитие событий, но думал, что это все будет хотя бы прилично, хотя бы по воровским законам, по понятиям. То есть, если человек хочет, чтобы за него отсидел кто-то в тюрьме, надо это очень хорошо оплатить. Если, чтобы хочешь, за тебя заплатили штраф, надо дать ему в руки этот штраф, подставься, дорогая, и так и сказать: мы люди уважаемые, мы государственные служащие, мы из правительства, мы жидко обосрались. Но выручай ты нас уж, пожалуйста, нам светиться-то ведь нельзя никак. И что? И она бы сделала даже так. А она говорит, приехали какие-то, урки, сразу так вот взяли меня, говорит, мы тебе больше припаяем, больше сопротивляться. Я говорю, да, я проконсультировалась у адвоката. Адвокат мне сказал, есть такой прием. Сперва накатывают по минимуму, а начинаешь сопротивляться, еще добавляют. И за каждый суд ты будешь платить за судебные издержки, как потерпевшая, и платить вот эти штрафы. Вот ее так проконсультировали. Я говорю, а что ж адвоката-то вы не взяли? Мне сказали, адвокат будет стоить 25 тысяч, а штраф будет 3 тысячи. И я, чтобы отвязаться, заплатила штраф. Вот что мы построили через 30 лет перестройки. Дальше разговор выходит на политический уровень. Как это Юрия Васильевича? Вот. Так что дела очень серьезные с этой гибелью пчел. Я не сказал и половины. Я понимаю, что это уже вот пустое сотрясание воздуха. Вот я вот единственное на вас вот смотрю, надеюсь, что это будет услышано. И надеюсь, что ко мне присоединятся все здесь сидящие. Вот просто руки можете поднять? За нельзя За нельзя. Свободу деточки. Свободу деточки. Могу повторяться, как меня обслуживала ветстанция Воткинская. Примерно так же все было. В наглую и с криминалом. Прихожу туда уже на 3-й день после отравления. Нет. Мы сперва позвонили, да? На второй день. Никто не приехал сперва.
Я говорю, все оставь как есть, это вот Когда? вещественное доказательство. Тут ничего не трогай. Ты поехал на соседнюю пасеку, значит, я начал звонить. Дозвонились мы только в понедельник. Я вот отслеживаю вот эти числа, значит, Воложский, Можгинский район 23-го, Воткинский район 30-го, Шарканский 5-го. А вы думаете, это случайно? Строго через неделю проводились обработки, строго на выходные дни. Это уже криминал. Ждите, бойтесь. Перед выходными и праздничными днями обычно обработки бывают криминальные. Или это незаявленное вещество, это или нарушение концентрации, или это ну, что-то, какие-то нарушения будут перед праздничными днями. Вот. Но это я-то знаю еще с Павлодара, с Целины. Все это делалось. И вот, значит, когда я обратился к нашему начальнику ветстанции Иванову Владиславу Семеновичу, вот говорю, у меня такое дело, погибли пчелы, ждем вас для обследования. Он говорит, так это на амброзии, наверное, это ваш Кварсинский сельсовет травил амброзию. И это они, наверное, на амброзии нахватались, вот погибли. Я же вижу, куда летают. Я же вижу, какую обножку несут. Это конкретно поле возле Метляков. Давай дуй туда. Ну и что, он поехал туда, он пути обследовал, значит, Регину Степановну, Петрова, значит, Базуева он обследовал. И звонит мне уже в обед. Вот в обед он мне звонит, и я понял, что меня кинули. Он сказал так, я сейчас нахожусь в Метляках, тут осыпь пчел полная, я нахожусь у Базуева, мне, говорит, больше ничего не надо, для отчета мне хватит. К вам я не приеду. Я говорю, да тебе-то хватит для отчета, а мне-то надо для возмещения ущерба своевременный осмотр по нормативам 24 часа с момента обнаружения. Кстати, вот такой норматив. Он говорит, да мне это уже не надо, я уже все сделал, мне для отчета опять начал галиматью. И я, значит, бросил этот разговор, понял, что ни милиция, ни ветнадзор уже своевременно ничего не сделают. Но у меня оставалось любопытство мое, значит. Я раньше-то ведь выступал вроде отравителя этих насекомых. Я сам летал вот на этом Ан-2, значит, травил лугового мотылька, саранчу, зерновую совку. Что только мы не травили. А тут, значит, я в роли пчеловода, и я попал в эту же беду с отравлением пчел. Думаю, а как же у нас в Удмуртии-то все это делается? И вот, значит, первые дни были упущены, это все, суд был уже не принял. Я правильно тебе сказал, что это беда массовая, давай добьем хотя бы компенсацию государственную. И вот по государственной компенсации мы все-таки пользу какую-то сделали, потому что совсем недавно Свинин мне отчитался, что в марте будет принято окончательное решение по выдаче денег пчеловодам. В марте. Вот хорошо бы. Здравствуйте, я вас не заметил. Мизерно, наверное. Значит, предварительно я с ней обсуждал этот вопрос. Я говорю, ну и сколько будете давать? Ну, процентов 50-70 можем выдать. То есть это где-то по 5 тысяч на семью, так слава богу. 6250 объявлено. Объявлено уже, да? Ну вот, спасибо, я вот примерно такие же данные у меня. Вот, то есть за полную цену, которую кричали на селекторном совещании, что семья в разгаре медосбора стоит сейчас 12-15 тысяч, включая упущенную прибыль по меду. Вот пчеловоды так, вы помните эту историю, правильно? Вот. У нас лошаденка слабенькая, государство у нас не может отвечать за свои действия. И надеюсь, что все-таки к лету, к следующему, я что-нибудь получу. Хотя обещали к декабрю все это сделать. Вот. Так вот, когда я обратился к нашему Владиславу Семеновичу, к доблестному, он отказался меня обслуживать. Я у него сидел 4 дня подряд. Прямо так вот за столом, с утра приезжаю, как на работу. Вот. Говорю, мне нужно обследоваться на предмет отравления пчел. Да я тебя включил уже в этот отчет. Я тебя включил, там уже достаточно. Я говорю, вы написали, что самая крупная пасека накрылась медным тазом. Вы там это написали? Нет, я твою фамилию упомянул. Я прочитал потом.
этот отчет в материалах суда. Он же мне на руки-то его не дает, что он там пишет, в служебной бумажке. Я прочитал этот отчет потом в материалах суда. Там написано: Нельзин и Столяров не обследовано, их не удалось найти. То есть моя фамилия по компьютеру проскакивает. И все. А так нас не удалось найти. Потом говорю, ну надо же это самое, все-таки что-то делать. Неужели самому ветнадзору это не интересно, что у нас произошло? Неужели не интересно? Давайте все-таки покажем видимость, что-то сделаем. Он говорит, нет, нужен специальный приказ на вас. Это займет несколько дней. Потом опять, нет, вы у нас нелегал, у вас нет ветпаспорта, прежде чем делать отравление, я должен составить ветпаспорт, туда включить несколько анализов. И вот только в том случае, если ваши пчелы окажутся совершенно здоровы, тогда мы будем рассматривать вопрос об отравлении. То есть он не считает это чрезвычайной ситуацией или с каким-то бедствием. Он относится к этому, ну, не по своей должностной инструкции. Я представляю, какая должна быть должностная инструкция у человека такого ранга. Он должен вперед меня бежать на пасеку, расследовать отравление, так как в советское время особый статус был придан именно отравлению пчел. На заре химизации сельского хозяйства все это шло очень тяжело. Населению навязывали химизацию и приняли довольно-таки строгие законы. Так вот, этот начальник дистанции, он должен вперед меня бежать на мою пасеку и делать заключение и подавать документы в полицию и в суд. Вот. Я должен просто позвонить и присутствовать. Вот. Я должен просто присутствовать. Он, нет, ни в какую, значит, приказ нужен, значит, анализы будут дорого стоить. Я говорю, я на все согласен. Вот вы у нас нелегал. Мне пришлось доказывать, что этот паспорт, который вот он мне в конце концов сделал, не является правоустанавливающим документом. Вот это есть очень такая хитрая юридическая казуистика. У меня правоустанавливающим документом у пчеловода является лесной билет или договор на аренду сельхозземель, если в черте, значит, на населенных пунктах или на сельхозземлях. Это на лесных землях это лесной билет, запомните, а на сельхозземлях это договор аренды. А вот ветеринарный-то паспорт, он правоустанавливает мою собственность на продукты пчеловодства. То есть он-то нужен только для того, чтобы я мог им торговать, ну, этими продуктами. Вот в чем вот эта вот разница-то. А нас требуют все ветпаспорт с тебя. А зачем? Я не знаю совершенно. Даже если мы отмечены только в похозяйственных книгах, мы уже есть, мы уже существуем. В конце концов, Ольга Викторовна согласилась и говорит, да, действительно, не будем загибать планку, только по похозяйственным книгам сделаем. Вот. А с меня-то на местах потребовали ветпаспорт. Андрей Я поехал. Можно вопрос задать? Вот, знаете, столько времени прошло, да. А вообще-то, знаете, запах этих химикатов обрабатывают, которые культуры, да? Ведь может только, ну, 3 суток держаться. А если неделя пройдет или чего, ведь уже не уточнишь точно. Значит, если вы начнете выполнять через неделю, и анализ что-то покажет, суд не принят к сведению. Эти сведения недостоверны. Да. Существуют нормы расследования. В течение 24 после установления факта отравления необходимо взять пробы на анализы и потом в течение суток доставить их до лаборатории. Да. Вот 2 суток берется. Ничего не было. Они берут вот эти вот дни перед выходными, обрабатывают. Выходные прошли, я могу просто, как рыба об лед уже биться, я могу просто, ну вот ради того, чтобы выступить перед вами, я это могу сделать, как было настоящее расследование проведено. И вот, значит, Владислав Семенович, ну, честно говоря, у нас уважаемый человек, удмурт, он колоритная личность такая, и нет, говорит, ни в какую. Я говорю, а в чем дело-то, вроде все уже перебрали. Ты знаешь, говорит, до сих пор не взяты пробы зеленой массы. Я говорю, обалдел что ли? Прошло 5 дней, у тебя не взяты пробы зеленой массы?
Виноватым будешь конкретно ты. А он мне говорит, а ну что, уже на ты разве? Вот и говорю, и Богу, вот даже на ты уже не хочется. Человек, профессионал своего дела, он дурит меня, просто не стесняясь, не краснея. Вот у него есть заместитель Косарев, так он 3 раза переписывал мне сопроводительные документы, и у него руки дрожали. Он видел, как он меня обманывает, он чувствовал это. Он не мог передо мной находиться, я на него смотрю так вот. И все равно он мне сучил акты на 1 день раньше, чем пятница. В четверг он мне их оформил. Ну, потом уже, когда пробы меда брали, я говорю, нельзя в пятницу. Я до Казани не это самое, в Казани лаборатория только в понедельник откроется. А вы меня толкаете на то, чтобы я за выходные проехал, и сроки были упущены. Вот. И вот он мне оформляет документы, у него руки так дрожат, и пот с него капает. Он знает, что он меня... Вот. То есть они с меня деньги взяли, а я их свозил. Вот. У меня свидетели есть. Вот. Это делалось очень некультурно. Это делалось просто по-бандитски. Вот. Я другого слова не могу назвать. То вы нелегал, то, значит, денег надо много, то приказ Крыловой, то вообще... И потом он мне признался, ладно, Бог, слава Богу, это его извиняет перед Господом Богом, что он мне признался, говорит, Андрей, это все фикция. Начальник инстанции мне признался, это все фикция. Я говорю, Владислав Семенович, я знаю, что это все фикция. Давай продемонстрируем свою готовность перед государством. Я свою готовность демонстрирую, как пчеловод. Я должен это сделать. Вот вы продемонстрируете. Он говорит, это все уже ушло. Мои все обследования называются просто осмотрами. Я это подтверждаю. Он сделал мне тоже осмотр за деньги вместо обследования. Потому что тут, вот еще справочник Брунина Котина, ну это то, что у меня нашлось. Вот. Тут конкретно сказано, что избирается комиссия, ну, избирается или намечается, или заранее она подготавливается в случае отравления пчел, из представителей полиции, районного сельского, тут народных депутатов еще, с привлечением районного зоотехника, ветврача, агронома по защите растений. И эта комиссия составляет акт от гибели пчел от отравления. Вот он так и должен быть написан. Не какого-то эпизодического состояния, а акт гибели от отравления. Куда должны входить? Отбор проб, делание анализов. И вот эта комиссия, она уже должна рассмотреть название, форму, способ применения яда, вид обрабатываемых растений, расстояние до пасеки, начало гибели пчел после обработки, благополучие пчелиных семей в отношении остальных заболеваний. Учитывается, были бы предупреждены владельцы пасеки. Дальше идет состояние силы пчелиных семей после химической обработки. Вот. И в заключение комиссия должна отразить достоверность гибели пчел именно от отравления и обстоятельства, при которых оно произошло. И еще размер нанесенного ущерба в присутствии полиции. Вот только когда это все сделано, только тогда можно сказать, что вам начислят какой-то ущерб. И все вот эти документы, они должны вот как папа в маму входить, вот так вот один в другой. Чтобы судья так вот их сопоставил и смог свою расписюльку так вот поставить, вам штраф, значит, выплата вашего ущерба в виде штрафа или там выплата штрафа в пользу государства. А здесь это ничего не было. И вот по страховке чуть-чуть еще, вот у меня страховка тут лезет в глаза. Андрей Владимирович, я да. прошу прощения, мне Да. вынуждена вас прервать. Вы проделали колоссальную работу, Ну, так я знаю. но вы же нас приглашали для того, чтобы ваша работа имела какой-то результат, ну, Да, чтобы да. да, Надеюсь. мы вас услышали. Значит, что хотелось бы вас попросить сделать? Ваше предложение по программе
оформить не в виде письма с лирическими отступлениями, к сожалению, я путаю Ну, ваши есть, да. обороты, извините, Да, могу да, так да. назвать, а в виде предложения по разработке программы содействию развитию пчеловодства. С четкими пунктами, ну, как бы без отступлений. Это первое. Второе. По возмещению, частичному возмещению ущерба в период взятка 2019 года. У нас подготовлен проект постановления об утверждении порядка этого возмещения, но здесь сегодня один из моментов, я хотела бы у вас просить помощи, поскольку мы не можем обосновать стоимость пчелосемьи, пчелопакета, и именно на этом этапе согласование этого порядка, оно застопорилось. И как вы понимаете, подождите секундочку, давайте мы сейчас не будем спорить, я вас слушала, опоздала с 10:30, как бы 2 часа с лишним. Вот, значит, именно на этом моменте согласование положения, оно застопорилось. Вопрос при принятии нормативных актов подобного рода, согласование идет не только с Минсельхозом, оно идет и с Министерством финансов, с Министерством экономики, с Министерством юстиции. И, значит, вот именно по возмещению, по объему возмещения у Минфина возникают вопросы. Они хотят получить от нас обоснование возмещения, обоснование той суммы, которую мы предварительно с вами обсуждали. Поэтому, к сожалению, тот мониторинг, который мы провели на основании информации, размещенной в сети, да, на каких-то площадках, где продаются пчелопакеты, пчелосемьи и прочее, он не был принят к рассмотрению. Поэтому я хочу просить вас помощи о том, чтобы какие-то документы, то есть куда нам обратиться. Вы лучше знаете, по каким каналам реализуются пчелосемьи, пчелопакеты, какие документы можно приложить в обоснование той суммы, которую мы планировали. Вы ее точно назвали сегодня, да, это 6250. Исходили мы из летней стоимости, насколько мне помнится, пчелосемьи. Вот как раз там в пределах 12-15 тысяч. Вот. Но обоснование это мы внятно подготовить для Минфина не можем. Они не принимают наш мониторинг, который мы сделали на основании данных сети интернет. Я вам мгновенно сейчас могу ответить. Нам с вами нужен не устный ответ. Нам нужны с вами документы, на которые мы будем ссылаться в обосновании этой суммы, к сожалению. И сейчас я бы хотела у вас этой помощи просить, и чтобы вы сказали, где мы можем как бы, с этой информацией, куда мы сможем зайти, где мы ее можем получить. Значит, я отвечаю совершенно конкретно, что все это возможно сделать, Я знаю, что но возможно. только мы не в том, нашли. на тех людей, на которых был составлен акт обследования ветеринарным врачом. Поскольку этот акт обследования, пусть он был хотя бы в объеме осмотра, он включает в себя гибель семей, количество осыпавшихся пчел. Это немножко мы с вами не о том говорим. Нужна коммерческая стоимость пчелосемьи. Так погодите, или я не пчелопакета. дошел еще до этого. Вот после того, как эти акты будут исследованы, на основании этих актов, можно перейти к переводным коэффициентам. В советское время были переводные коэффициенты, сколько стоит один пакет, сколько стоит 1 килограмм пчел, сколько стоит 1 килограмм меда, и через переводные коэффициенты это все сводилось к деньгам. Поскольку новых разработок нету, то можно базироваться на этих. У нас Советский Союз еще никто не отменял, как сказал Гелий Васильевич, правильно? Я вам эти выкладки предоставлю. Ну, свой вариант, конечно. Будете вы опираться на него или нет. Но поскольку окончательно это решение было учитывать и бабушек, и дедушек, и только по хозяйственным книгам, то сколько бы ни был точен этот расчет, он будет никогда не будет Это мы точен. с вами сейчас говорим о количестве, да, заявителей по большому Да. счету, об определении Да. ущерба конкретно каждой пчелосемье. Да. Вы сейчас об этом говорите, да? А нам нужно понятие финансирования, стоимость пчелосемьи.
Медовая Обоснование. единица. Мы данные давали Минсельхоз. Это, наверное, Цена- я слышал, что готовили уже такие вещи. Цена пчелосемьи в апреле месяце, в мае, в июне, в июле, в августе, в ноябре. Вот эти 12 тысяч, они были, сумма взята, вот средняя цена. Там ведь уже не бралась сумма неполученные доходы. Я понимаю, Ну. у нас с вами обоснований нет. У нас с вами есть какие-то средние параметры, на основании чего они посчитаны, Минфин не принимает объяснения. Вот Значит, им мы не какое дождемся обоснование этой надо, компенсации, чтобы- ребята. Мы ее не дождемся, я вам Уважаемые объясню. свободы, давайте мы конструктивнее будем разговаривать, Ладно. потому что мы действительно запущена работа над этим возмещением была в августе месяце. Да. Мы планировали, то есть финансы были запланированы. Мы планировали, что в декабре мы доведем по возможности как бы все средства, которые были запланированы, и все по вашим заявлениям. Но вот этого обоснования нам не хватает, из-за этого затяжка. Уже 1 марта, завтра, да, правильно? И до сих пор у нас вопрос не решен. Но это в наших интересах, и я думаю, в ваших интересах, чтобы мы все-таки довели этот вопрос до конца. Именно по возмещению за прошлый год. Мое личное мнение, я вам советую этот вопрос похоронить полностью. Не понял. Похоронить этот вопрос полностью с возмещением. Никогда за все время Советского Союза ни одному пчеловоду не была выплачена какая-либо компенсация по отравлению или по другим вещам. Бывает, что пчеловод из зимовника даже выносит всего лишь 20 или 30% семей. Помогите, пожалуйста, найти Вот, юридические наконец-то, ключевое слово. компании. Давайте будем... Юридические компании, которые реализуют пчелопакеты. Они всегда измерялись в медовых единицах. Значит, Пчеломатка стоит 2 килограмма, 2 медовые единицы, медовая единица это Ребят, килограмм. прошу прощения, коллеги, мы сейчас будем с вами доказывать, сколько стоит медовая единица. Давай что-то проще мы не можем сделать. Это У нас есть старая компании советская юридические, которые продают Это было еще 50 лет пчелопакеты. назад, она ничего не изменила. значит, Нет, неважно, по Российской Федерации, по Приволжскому федеральному округу. Кентурио. Вот я сегодня Кентуриум услышала, я их уже себе записала, мы у них сделаем запрос по стоимости, по коммерческой, но этого недостаточно, нужны еще Недостаточно. компании. Недостаточно. И вот когда вы все это сделаете, то окажется, что из наших 20 пострадавших пчеловодов только у нас с Региной Степановной у двоих имеются акты обследования. У одного, значит, 10% пчеловодов только подпадают под эту компенсацию. Нам с моральной стороны не хочется смотреть остальным в глаза, пусть лучше мы тоже будем обманутыми. Честно говорю, никогда еще никому не заплатили, а теперь нам заплатят. Нет, Ну. давайте. А Не вы только у 17 вас, в Воложке районе есть такие исследования провели. Но Жадина, да. нам нужно добиться, чтобы компенсация была. Не надо так говорить. Я уже не надеюсь. Надеяться надо. Давайте доведем этот вопрос. Давайте, я Это согласен. смешно в Я государстве. уже столько деньги всего раздавать. надоводил тут. Вот. Дело в том, что Я это сделаю. существующая Ваня, система, Ваня. инструменты не позволяют просто так взять и раздать. Мы должны создать нормативный правовой акт. Мы должны создать систему, да, раздачи, как вы выражаетесь. А не проще ли просто навести порядок? Не. Возможно, Давай проще, по честно, этому так и вопросу. работает. Давай по этому злободневному Значит, вопросу. я вам оставляю проект постановления правительства. Возможно, вы его уже читали, он был размещен и на ОРВ, и, возможно, передавали в ассоциацию. вам Минус его. пришел еще месяц назад. Да, значит, вот этот документ, в него никакие поправки больше не вносятся, кроме вот этой суммы. Мы ее не можем подтвердить и обосновать. Если вы подскажете, кроме Кенториума, еще коммерческие организации, которые продают пчелопакеты, это нам очень-очень поможет. Пакет или улей. Есть разница. Нет, там Нет, давайте мы с вами цена пчелопакета. разговариваем, положение у нас звучит пчелосемья. Пчелосемья. Пакет это одна цена, семья другая цена. Вот Да. будем обосноваться на пчелиную семью. Нужно понимать, если пчелопакет это не равняется пчелосемье, Да. я здесь абсолютно дилетант, я в этом признаюсь, значит, если пакет пчелосемье не равняется, значит, нужно понимать, сколько пчелопакетов в семье. Если исходная точка, как бы вот реализация, единица реализации это пчелопакет.
Нет, на пчелы семьи надо. Они организации продают и пчелу пакеты, и пчелиные семьи. Вот надо взять цену пчелиной семьи. Хорошо, мы запрос центориум сделаем. Какие еще организации есть у нас? Южный регион, Кисловодский, Майкоп. Это что? Это вы мне Давайте Кисловодский, пчелосовхоз здесь такой. Давайте ориентироваться больше на тенториум, потому что покупательная способность у населения по разным регионам разная, и это действует на цены. Нам необходимо ориентироваться на тенториум. Нам с вами нужно ориентироваться на тот объем финансирования, который вы изначально заявляли, да, вот исходя из чего мы считали с вами средства к возмещению. То есть 50%, вот сейчас в положении стоит 6250, соответственно, что это, 12-13 тысяч, что ли, среднее там что-то было, да? 12 тысяч. Вот, значит, нам нужно именно эту цифру подтвердить. Если мы сейчас соберем данные с юридических организаций, предложения коммерческие по продаже, и она окажется меньше, то, к сожалению, нам эту сумму в 6 тысяч тоже не подтвердят. То есть подтвердят только то, что мы вот коммерчески сейчас сможем предоставить обоснование. Так, я вам сразу скажу, что в правовом поле мы этот вопрос не решим, потому что цены семьи нет как таковой. А есть норма, сколько должна быть семья. Нет, давай, Погоди, я закончу предложение. Есть научно обоснованные нормы, сколько должна пчелиная семья иметь на момент начала медосбора. Иначе пчелы просто не будут собирать мед, они будут размножаться или роиться. И вот эта обоснованная норма составляет 6-8 килограмм. Научно обоснованная норма. Это в любом учебнике. И такие семьи у нас были у всех на момент начала медосбора. Иначе зачем смысл? Иначе смысла нет заниматься этим ремеслом. Мы все к этому стремимся. И, значит, наши семьи вырастают к моменту начала медосбора 6-8 килограмм. Это научное требование, на которое нужно ориентироваться. Это наука говорит. И вот исходя из размера пакета, там 1,5 килограмма или кило 200 пакет, да? Вот да, они нам за 6 тысяч кило 200 этих пчел продали. Теперь нам нужно их нарастить до этих 6-8 килограмм. Во сколько раз увеличивается цена? Это наши работы. Это недополученный мед. Вот исходя вот из этих цифр, я могу вам довольно точно рассчитать. Точнее мы уже никак не сделаем. Это будет у нас с вами расчет, извините, на коленке. На коленке. Все-таки я правильно поняла, что пчелосовхозы вы мне назвали, Кисловодский и Майкопский? Пчелосовхоз. Кисловодский это Ставропольский край, а Майкоп это Краснодарский край. Краснодар. Да, ну точнее. А в Республике Башкортостан у нас тоже племенные организации есть по пчеловодству, они не реализуют? Я почему-то в эту сторону не подумала. Ну есть, да. Даже ролик пчеловодства есть там много объявлений адресов. Значит, со стороны науки тенториум курирует Павел Петухов, известный, вот, Александр Васильевич. Можно у него проконсультироваться, да, вот? Он и там ну, давайте тогда тенториумом, конечно, наш край ближе, Пермь, севернее, да. Те Кисловодск, Краснодар, там южный регион. Южный регион, пчелы южные считаются, да. Другие пчелы, да, согласен. Пчелы другие. Поэтому нам надо... У нас пчелы погибли, местные популяции считается, поэтому мы не так хотим ориентироваться на эти южные регионы. Не каждый согласен брать вот породу карпатских. А центориум, он как бы... Там среднерусский. А кроме центориума, что-то есть у нас такой породы? Ну, Татарстан, Башкортостан есть, наверное, но я тоже с ними... В Башкирии еще-то какой-то заповедник. Есть заповедник. Захерел потом. Но я думаю, там вопрос не решим. Не решим. Мне кажется, лучше на центориум. Да, лучше центориум тогда. Там научная база есть. Давай тогда свяжитесь с ними. Конкретно. И вот хоть сейчас. К 4-му у нас селекторное совещание будет. Давайте 4 марта. Да, 4 марта селекторное по пчеловодству с Российской Федерацией. Да. Значит, но давайте мы этот вопрос запустим хотя бы коммерческие предложения раньше запросим, не в среду, да, хотя бы в понедельник.
То есть отдел готов отработать, отдел животноводства на сельхозе. Единственное, что я передам вот сейчас эти организации, запросы подготовить сегодня отдел работает. И в понедельник мы их разошлем. Когда у нас будет ответ, ну, конечно же, мы попросим в кратчайшие сроки, но сами понимаете, Вы ставите невыполнимую заведомо задачу. Вы хотите, чтобы вам предоставили данные на уровне прескуранта. Таких данных нигде нету. Прескурантов таких нигде если, нет. если организация времена занимается другие, продажей, то почему нет? Посмотрел Есть сайт зашел, и все там, пресс-куранты, все есть. Все есть. Мы этот вопрос зачастую Нам можем просто решить. нужен документ от юридического лица с печатью о том, что они продают. Вот, возможно, дело в том, что мы с вами, у меня такое чувство, что Андрей Владимирович смешивает органы власти и структуры власти, да, то есть Россельхознадзор, Главное управление ветеринарии, Министерство сельского хозяйства. Мы, безусловно, все работаем в одной плоскости, но мы разные организации совершенно. Между собой как бы вот общаемся в нормативном поле. Пытаюсь. Вот есть идея, да. Пытаюсь. У нас Можгинский район считается племенная пасека, они статус восстановили. Давайте у них сами возьмем. Скидывали мы. Вот куда только. У меня не было на столе этой информации. Мы прямо в июле месяце скидывали полный расчет. В июле И какую цену скидывали вы? Где-то в таких пределах же 11-12 тысяч. Ориентироваться здесь, в свой местный регион. Давайте. Документ нам дадут, что цена такая. Давайте я Вершинину прямо сейчас наберу, как бы обговорю с ним этот вопрос. Все правильно, через юридически, и то есть закон. Хорошо. Значит, проект восстановления у вас есть? С ним все знакомились? Там перечень документов? Так почитайте, у меня другое. У меня ответ Свинина на то, что в марте было проведено на гербовой бумаге. Дорогие друзья, пчеловоды Удмуртии, только что закончился семинар, посвященный расследованию гибели пчел в Воткинском районе, докладчик Невзин Андрей Владимирович. Вы его, я думаю, увидели уже, поскольку мы к этому стремились. Последние слова, которые нам бы хотелось сказать вам, дорогие пчеловоды. Давайте подключайтесь к вопросам, которые здесь были подняты, обсуждались. Общими усилиями мы поможем пчелам и сами себе в этой беде, в этой трагедии, которая постигла нас и наших пчел. Может быть, нас еще не столько, но пчелы, вот вы видели этих, значит, несчастных животных на снимках, которые нам продемонстрировали пчеловоды Воткинского района. Мы обращаемся к вам с просьбой подключаться к проблеме, выходить на наши контакты, на наш сайт «Страна меда», писать по тем адресам, которые на этом сайте есть. Если кто-то хочет еще сказать, пожалуйста. Мы к вам присоединяемся обоими руками. Еще раз, Богу в уши ваши слова. Поддержим пчеловодство в Удмуртии, так? Всем здоровья, успехов. Да. Я не слышу Мелитину Иосифовну. Она заслушалась. Я могу Очарованная. стихи Олега Алексеевича прочитать, но это долго. Надо, нет? В следующий раз. Утро я лежу. Да, посещайте наш сайт, мы будем там и стихи читать, и прозу, и даже мы будем писать трагедию под названием «Пчелы гибнут». И на выручку пришел пчеловод, снял из улья липкий сладкий мед, осветил святою водою рамки, и дружно взялись за работу пчелки, чтобы медовый спас и зимний период все досыта ели душистый мед.